пожарные сад явашта до гуншло пьют. Хану харта цакасра хамья гира харта ба. Эти кадры сняты очевидцем 2 дня назад. Горит сухостой на окраине сельского поселения Плиево. Огонь, пожирая все на своем пути, угрожает перекинуться на соседние поля, дома и лес. Через пару часов пожар будет потушен сотрудниками МЧС, но на этом проблема не решается. С начала текущего года в республике произошло 234 случая возгораний с привлечением служб пожаротушения. За аналогичный период прошлого года 162 случая. Рост составил более 40%. В этом году наблюдается рост случаев возгорания сухой растительности. С начала текущего года произошло возгорание сухостоя 101 случай. За аналогичный период прошлого года 36%. За последние 3 месяца произошло более 5 возгораний, в том числе на территории Джайракского района. Там вспыхнул пожар в лесном массиве на площади 4 гектаров. В результате пострадал лес. Огонь может охватить и жилые районы, как это произошло в Малгобеке в прошлом году. Увеличение случаев пала сухой травы вызывает серьезные опасения у экологов и местных властей. В республике объявлен противопожарный режим. В условиях особого противопожарного режима запрещается сжигание костров при уборке придомовых территорий, сжигание мусора, строительных материалов. Может произойти неконтролируемое горение, пожар, который может перекинуться на строения, которые находятся в непосредственной близости друг с другом. Малейшая искра и беды не миновать. Пал травы негативно сказывается на экосистеме. Кроме того, это приводит к ухудшению качества воздуха из-за выброса углерода и других загрязняющих веществ. Токсичные продукты горения могут пагубно влиять на здоровье человека, могут обостряться хронические заболевания. Также при горении сухой травы, особенно в полях на территориях, погибает большое количество животных и насекомых. Причиной возгорания может стать и искра во время грозы, однако не всегда пожар возникает из-за природных факторов. Сжигание сухой травы ускоряет рост молодой. Этот миф и толкает многих на летний пал травы. Однако такая уборка скорее во вред, чем в помощь. Это нарушает процесс образования перегноя и ослабляет рост растений. Но нарушителей это не останавливает. Сотрудники надзорной службы напоминают, за нарушение требований пожарной безопасности меры наказания будут применяться самые строгие, вплоть до уголовной ответственности. Лица могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на физические лица от 10 до 20 тысяч, на должностные до 60 тысяч и юридические лица от 400 до 800 тысяч рублей. Экологи и сотрудники МЧС призывают быть внимательными и осторожными с огнем, особенно в сухую жаркую погоду. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Магаз 24.